Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел встречу с представителями деловых кругов США и Японии. Определен победитель конкурса «Сияющая звезда года-2024». Более 60 иранских компаний представили свою продукцию на выставке «Иран Агрофуд» в Ашхабаде и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание по цифровой системе с участием заместителя председателя Кабинета министров Аты Халыева и Хакимов Вилаятов. На совещании обсуждалась динамика работ в регионах и аграрном секторе, а также выполнение национальной сельской программы. Глава государства подчеркнул важность контроля за качеством сезонных работ и поручил держать под строгим контролем меры по закладке сельскохозяйственных культур для урожая следующего года. Президент Туркменистана провел встречу с Хироюки Цубай, членом Совета директоров и исполнительным вице-президентом компании Иточо Corporation, а также председателем Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству. В ходе встречи обсуждалось всестороннее развитие отношений между Туркменистаном и Японией, которые носят долгосрочный и стратегический характер. Президент Туркменистана принял исполнительного директора Туркмено-американского делового совета Эрика Стюарта, президента по стратегическому сотрудничеству в Центральной Азии компании John Deere Чаба Лейка и руководителя компании Westport Trading Europe Николая Юрченко, прибывших в Ашхабад для участия в туркмено-американском бизнес-форуме. В Ашхабаде проходит специализированная иранская выставка «Иран Агрофуд», в которой принимают участие более 60 компаний из Ирана, представляющих сельское хозяйство, пищевую промышленность, логистику и другие отрасли. На церемонии открытия министр энергетики Ирана Аббас Али Абадин подчеркнул важность выставки для расширения межгосударственного взаимодействия и реализации совместных проектов. Выставка продлится до 18 декабря. Посетители смогут ознакомиться с широким спектром высококачественной продукции и услуг иранских компаний. Президент Сердар Бердымухамедов подписал постановление о награждении памятным знаком Туркменистана в честь 300-летия Махтумкули Фраги молодых эстрадных и самодеятельных певцов. Согласно документу, награды вручены за большие заслуги в достойном воспевании посредством современных песен и мелодий творчества великого мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги, его литературного наследия и прекрасной эпохи, о которой чаял поэт-мыслитель, а также по случаю 300-летия Махтумкули Фраги. Галыч Дурды-Дурдыев стал обладателем главного приза национального певческого конкурса «Сияющая звезда года». Ему вручен переходящий кубок и ценный подарок. Финал конкурса состоялся в Национальном драматическом театре Туркменистана имени Алпарслана. Министерство здравоохранения России и Росздравнадзор дали официальное разрешение на формирование группы добровольцев для проведения клинических испытаний новой вакцины против онкологических заболеваний. Бразильский суд принял решение о приостановке распространения песни известной британской певицы Адель «Million Years Ago» по всему миру. Судебный запрет коснулся всех музыкальных платформ и каналов сбыта. Композитор Таниньо Герайс инициировал судебный иск, утверждая, что песня Адель является копией композиции «Malheurs» 1996 года, написанной Мартиньо Давила. Музыкант требует не только полной остановки использования трека, но и финансовой компенсации в размере $160 тысяч. В Ашхабаде состоялся турнир по стрельбе из лука «Золотая стрела дипломатии», посвященный 29-й годовщине нейтралитета Туркменистана. Участниками дружеского соревнования стали около 40 представителей дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане. В мужской категории победу одержал второй секретарь посольства России Вадим Яковлев. Среди женщин первенствовала Катерина Форд из посольства США. Турнир подчеркнул роль спорта как эффективного инструмента международной дипломатии и укрепления дружественных отношений между странами. Председатель Федерации футбола Туркменистана Гуванч Мухаммед Овеков принял участие в видеоконференции с представителями Академии футбольного клуба «Вилья-Реал». В ходе встречи обсуждались вопросы обмена опытом и возможности сотрудничества в области развития детско-юношеского и молодежного футбола. Отдельное внимание было уделено обмену опытом в сфере тренерского образования. Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной Нигерии Адемола Лукман был признан лучшим футболистом Африки в 2024 году. В текущем году 27-летний Лукман помог «Аталанте» выиграть Лигу Европы, оформив хэт-трик в финальном матче против Байера. Лучшим тренером года стал Эмерс Фае, главный тренер сборной Кот-д'Ивуара, который выиграл Кубок африканских наций в январе. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.